Сәлеметсіздер. Сегодня мы будем учиться отвечать на вопрос «Кайда?» Где? Будем работать над окончаниями, которые заменяют предлоги «у», «в», «на». Эти окончания относятся к падежным окончаниям, точнее местный падеж, жатосептик. Да, де, та, те. После притяжательных с, и, нда, нде. Приведем несколько примеров. Мен жұмыстамын. Мен – это я, жұмыс – это работа. Я на работе переводится. Жұмыс – работа. Та – это предлог на. Мын – это другая тема. Балалар далада. Здесь окончание «да» заменяет то же самое предлог «на». Дүкенде – в магазине. Окончание «де». Кітап сәбит те. Книга у сәбита. В каких же случаях применяются «нда», «нде»? Например, Әуезов көшесінде дүкен бар. На улице Әуезова есть магазин. Оның баласында, у его ребенка, тоже «нда». Это притяжательные окончания с, и после них обязательно будут окончания «нда», «нде». Этих окончаний немного. Просто есть твердые варианты и мягкие варианты. И нам кажется, что их много, но запомнить их можно. Иногда при помощи этих окончаний можно ответить на вопрос «кашан» – «когда?». За исключением слов, которые сами по себе отвечают на вопрос «кашан». Например, как «бүгін» – «сегодня», «кеше» – «вчера», «былтыр» – «в прошлом году». Они называются наречиями времени, и они сами по себе отвечают на вопрос «кашан» – «когда?». А есть такие слова, как, например, «зимой», «қыста», «көктемде», «весной», «жазда», «летом», «күзде», «осенью». Запомните эти окончания и используйте их. Учитесь разговаривать на казахском языке. Удачи!